Сегодня реставрация мебели – это не просто способ сэкономить. Это уникальная возможность проявить свой творческий потенциал и индивидуальность. Кто бы мог подумать, что вот этот сервант или вот это кресло были сделаны еще в 50-е, 70-е годы. И действительно, реставраторы сегодня – это уникальные люди, которые превращают свое хобби в работу, ну и, конечно, создают уют собственными руками в своих домах. Именно этому увлечению мы сегодня посвятим наш выпуск. Испытано на себе. Сегодня мы находимся в гостях у Елены Фадеевой в городе Покровске. Именно в этом доме большая часть мебели была либо создана, либо отреставрирована непосредственно самой Еленой. И она сегодня рядом со мной. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Елена, расскажите, с чего вдруг появилось такое увлечение, как реставрация, или как ее называют иначе реновация? Ну, различные есть, да, термины. Но, проще говоря, переделка мебели. Вот откуда появилось увлечение? Просто такое желание было обставить дом такой мебелью эксклюзивной, потому что нигде нет того, что я хочу. То есть не нравилось? Не нравилось. Ага. И вот как давно вы стали увлекаться? Ну, такое увлечение давно у меня появилось. Но с приходом экокрасок для мебели это вылилось еще больше. То есть краски вам такой толчок дали некий, да, опять? Тогда сразу логичный вопрос. Откуда берете мебель? Потому что найти мебель 50-х, 70-х годов сейчас, наверное, как минимум сложно. А где вы берете вот эти самые предметы мебели? Бывает, что в объявлениях нахожу, покупаю по дешевке. Потом иногда появляется такая возможность где-то ее подобрать вообще. И люди сами приходят ко мне. Да, потому что знают, что вы увлекаетесь. Да? Ну, допустим, тот самый буфет, вот, который находится слева от вас, да, это откуда появился в вашем доме? Так, этот буфет я обнаружила случайно. Он стоял уже, его хотели вывезти на свалку. То есть вы... Я перехватила его. Вот так, то есть бежали. Все было, он был в таком вот виде, ну, то есть ручки, ножки, все, дверки все были? Он был в страшном состоянии. Там было 100 слоев красок. Это все было ошкурено, почищено, где-то что-то подклеено и перекрашено. То есть зачастую мебель, ну, вот так и реставрируется. Нужно снять старые слои, да, где-то реставрировать, да, там фурнитуру, исправить что-то надо. И самое главное покрасить. И самое главное покрасить. Покраска играет огромную роль, я так понимаю, да? И очень трудно иногда бывает выбрать цвет. Это самое сложное бывает. Самое сложное, да? Кто бы мог подумать, да? Хорошо, вот это то самое кресло. Вы знаете, вот... Рядом со мной, ну, диван такой, можно сказать, более современный, да? Более современный, но обивка была уже надоевшей. И вы решили полностью сменить вот на такой модный, трендовый, да, такой окрас. И сшили вот такую обивку, да, сами, самостоятельно? Сами. Все То есть обшили диванчик. Ну а здесь-то кресло-то прям вот подлокотники сдают, да? Что это кресло? Кресло было совсем другим. Ну не совсем. Кое-что пришлось тут изменить. Вот эти вот подлокотники. Потом снималась вся мягкая обивка, поролон там старый. И все новое сюда. А вот для чего вдруг вам захотелось вот это кресло там 70-х годов как-то себе в интерьер добавить? Это ж столько работы, это ж столько мучений. Но не проще ли пойти и купить второе вот такое кресло, допустим? Во-первых, это бюджетный вариант обставить дом. И где я найду такое кресло с таким гобеленом? Проще сделать самой. То есть в магазинах, ну, редко встретишь, да, такую расцветку и такую фактуру, да? Вы решили? В магазинах нет такого. Это ручная работа. И продают, например, да, очень дорого. Дорого купить возможности нет, поэтому все самой приходится делать. То есть это миф, да, что реставрация – это дорогое удовольствие, ну, если сравнивать с рыночными ценами? Проще отреставрировать мебель или купить ее? Проще, конечно, отреставрировать. Дешевле? Дешевле, чем купить. В магазинах такую, ну, подобную мебель вы приобретете намного дороже. Вот мы видим рядом с нами еще столик есть, да, вот такой письменный, да. Но вот издалека мне кажется, что это вот совершенно современный стол 21 века. Но когда подходишь поближе, ты понимаешь, что там вот эти все потертости, трещины, да. Откуда появился такой стол в вашем доме? Этот стол тоже я приобрела за небольшие деньги. И
50-х годов служил в садике, В если детском саду был, да? Мгм. А вот рисунок на нем это все-таки не оригинально, это вы нанесли, Это мы да? сами нанесли через Мгм. трафарет. Дочка захотела, фанат этой «Храброе сердце», «Холодное сердце». Холодное сердце, да. И там вот такие мотивы скандинавские. И вы решили их Да. перенести на стол. Ну да, и у дочери есть в комнате, да, вот Мгм. такие красивые этажерки, Этажерки. да. Это тоже очень интересный элемент. Да, раньше такие этажерки делал мой дед, но они перешли там в другие руки родственникам. А эти этажерки тоже я нашла и купила за небольшие деньги, перекрасила, и служат они верой и правдой. Да, у вас есть еще Украшают, комод, да, да. который достался от дедушки, Да. прям конкретно такой тяжелый, если я не ошибаюсь, дубовый комод, да. И кто бы мог подумать, что кому он вообще нужен был бы, да, и, во-первых, он же огромный, громоздкий, вот эта вся фурнитура, даже, наверное, слегка неудобная, но вытаскивать Но туда она его, да? родная. Она родная, все родное. Все родное. Этот комод перекрашивался очень много раз. Ну и на этот раз я решила краску старую снять и заново покрасить. А есть ли мечта вот у реставратора, вот я не знаю, может быть, хотите какую-то уникальную вещь там найти, возможно, я не знаю, может быть, что-то еще в себе в дом сделать? Вот какая у вас мечта? Ну, у каждого реставратора какая-то мания есть, Мгм. охота за чем-то необычным. А у вас какая? Зачем? Ну, тоже так же. Все, да? Все, что Да. старое. То есть нет такого сундук, может, хотите какой-то? Сундук хочу. Ну, много чего хочется, конечно, да. Сундук я реставрировала на заказ. Ну, у тех, кто попробовал сделать старую мебель, да, у всех мания Мания. такая. Ну, очень интересно, конечно. И самое главное, у вас дома невероятно красиво и уютно, да? Вроде бы мебель-то кажется, как будто вот такая вся прям новая, а подходишь, все это трогаешь, видишь, вот прям очень завораживающе. Ну и, конечно, сегодня мы хотели бы испытать на себе ваше хобби, да, вот чем вы занимаетесь, как это все происходит, ну и, конечно, своими руками что-то доделать. Что сегодня будем делать? Сегодня мы будем заниматься столом. Стол был детский, дочка из него выросла, и надо поменять ноги на столе То есть он должен быть повыше, повыше. потому что уже Рабочий стол. Ну вот, другие бы пошли в магазин, купили стол для дочки в магазине повыше, а у нас Елена решила все это сделать в домашних условиях. Испытано на себе. Мы продолжаем говорить на тему реставрации. Рядом со мной Елена, с помощью которой мы сегодня попробуем немножечко хотя бы окунуться в этот мир. Правильно, да, Елен? Хорошо, мы говорили о том, что есть у вас стол, который требует срочно второй жизни. Да. Вот он. Дочка выросла из этого стола, и требуется ему поменять ноги и окрасить. То есть, а вот этот цвет, это уже крашеный был, или он был такой исходном состоянии? Это старый, то есть уже второй раз был покрашен. Видите, белый слой это первый раз, потом вот голубой. И сейчас будем просто немножко обновим поверхность. Ну, то есть, все равно он останется голубым? Да, он будет голубым. Хорошо. Самое главное, те самые ножки, да? Вот он как-то весь ходуном Нет, немножко это я специально там немножко открутила, чтобы потом легче было снимать. Все понятно. Так, хорошо. С чего начинается? Ну, будем снимать ноги сначала. Хорошо, так, это там. Это тут. мы сюда поставим. Хорошо. То есть вот так вот вы, да, вечерами или днями, дома нет никого, а Елена все творит, вы так знаете. Хорошо. Ну, нам надо открутить. Ну это Легко. очень просто. Это икеевский стол. Он легко собирается и разбирается. Собственно, даже руками можно разобрать. Хорошо ли это, плохо, не знаю, но в данном случае хорошо, да, что можно все ручками открутить. И ножки мы будем делать из балясин. Потому что готовые ноги, они в 3 раза дороже стоят. То есть такой некий лайфхак, совет, да, Да. что если хотите поменять ножки, не надо покупать готовые.
Я почему-то уверена, что из этих ножек вы тоже потом что-то сделаете. Да, конечно. Это тоже мы снимаем, вот эти вот болтики, весь крепеж. И потом будем переставлять на новые ножки. Этот стол был пеленальным сначала для дочки младшей. Пеленальным. А потом стал. ножки-то подрезали, и детям же маленьким удобнее за маленьким столом. За низким, да? За низким. А теперь ребенок подрос уже из пеленального столика, уже из детского. Теперь нужно сделать уже для практически подростка, да? Повыше, чтобы было. Так, ну все, Так, все, фурнит. это мы убираем. Все мы снимаем. Перевернем. То есть сначала работа ведется со столешницей, да? Сейчас мы ее немножко ошкурим. А, вот, отсюда Да. следующий вопрос. Основные орудия труда вашей, Елены. Так, можно было пользоваться с такой, да, шлифмашинкой, с мелким зерном, чтобы, ну, не особо нам тут краску снимать не надо. И поэтому мы будем пользоваться такой шлиф-губкой. Альтернатива, Просто, то есть, да, такая? Ну, она не пылит, и грязи меньше, и как бы справляется со своей задачей. Немножко надо просто нашкурить. И какими движениями вы это делаете? Это мы делаем вот так. Так, попробуйте. То есть влево-вправо, влево-вправо, и все. Ага. По волокнам, чтобы рисунок не портить. Вот здесь пройдитесь тут. То есть одного слоя достаточно, да? Вот так, один раз. Ну, немножко еще вот так. А здесь никакого лака, ничего нет, просто краска, да? Это эко-краска для мебели, она без запаха. Все. Теперь надо протереть его от пыли. А вот при выборе вот таких подобных губок на что нужно обратить внимание? Ну, они все одинаковые, в принципе. Они очень удобные. О, вот даже очень- Если бы мы взяли, да, например, да, такую наждачную бумагу, нам пришлось бы также неудобно тереть, да, и надо было какой-то брусок подкладывать и вот так пользоваться. Если у кого нет такой губки, можно и так обойтись. Ну, не таким бруском, а деревянным, например, вот так вот взять. То есть такой вариант тоже возможен, да? Сейчас я вам дам шлифмашинку, и вы ей пройдетесь по столешнице, чтобы выровнять немножко поверхность. А здесь принципиально важно по круговыми движениями или туда-сюда? Ну, это делается легко, вот так вот медленно, и не надо крутить туда-сюда. То есть вот так, Ага. слева направо, справа налево, да? Так. Вот тут нажимаем. Надо поднять сначала. Держим на весу. Нажимаем на кнопочку. Держим. И аккуратненько идем. Смотрите-ка, вот тут. Да. Можно тут немножко постоять. Вот так. Подольше, да? А вот здесь мы... Ой! Это у нас следы какие-то остаются. А, да? Так, аккуратно, медленно. Помедленнее, да? Убираем пыль. Ага, сейчас вот так. Так, столешницу мы отшлифовали. Сразу говорю, процесс несложный, даже, опять же, можно сказать, такой медитативный. Спокойненько так, никуда не спеша, отшлифовали ту самую столешницу, да? Замечательно, выглядит хорошо. Ну, теперь приступаем к покраске. Но здесь то же самое, тот же цвет, Тот же цвет. кисть и поехали. Так. Приступайте.
Тоже берем краску, ну так вот немножко окунаем, не надо все ее. И вот так. Туда-сюда, туда-сюда, да? Легкими движениями. А где-то вот я видела, читала или видела видео, что нужно вбивать краску. Неправильно это или правильно? Это вбивают трафарет. когда Вот так трафарет. стучат, да? А здесь нужно вытягивать ее, да, все-таки? Да. А вот у нас остаются такие проблески, это нормально? Беленькие. Сейчас попробую сама. Делаем вот так. Смотрите-ка. Туда-сюда, а не вот так. Понятно. Так. И на одном месте долго не стоим, идем дальше. Красить закончили, и теперь мы можем ускорить процесс высыхания феном. Да? Просто Да, простым просто феном. феном для волос. Обыкновенным феном. Давайте. Елена, а вот что касаемо мебели, которая покрыта лаком, вот я помню стенку со своего детства, да, то есть, в принципе, там все было очень так красиво, были такие золотые фурнитурки, да, но вот она была полностью покрыта лаком. В этом случае что делают? Этот лак снять же, наверное, будет очень сложно. Если лак цел, то можно красить так, не снимая лак. То есть эта краска ложится поверх лака? Сначала надо покрыть адгезионным грунтом и потом красить. То есть грунтовочка обязательно Да, в этом грунтовочка случае нужна, нужна, да? да. А если есть сколы какие-то? Для сцепления. Если есть сколы, можно зашпаклевать. То, что обычно на такой мебели мало трещин бывает. Сколов. То есть это все-таки тот лак советского времени хороший, да? Был? Качественный. Качественный. То есть не надо с ним мучиться особо, да, если он в хорошем состоянии. Ну а тем временем столешница наша подсохла, и действительно эта краска сохнет буквально в течение 2-3 минут, а мы еще феном ускорили процесс, поэтому, собственно, мы уже готовы к сборке нашего столика, правильно? Так, ножки, обратите внимание, дорогие друзья. Ножки были... Это не ножки, не готовые ножки. Это была балясина такая. Я ее отпилила. Здесь просверлили дырочки для крепежа. То есть вот эта часть потом тоже пойдет в Это дело. куда-нибудь, да, пригодится где-нибудь. Так, теперь берем губку. Смотрите. Опять шлифовальную. Вот, видите, дырочки, да, пропилены. Свою губку берете и тоже по волокнам вот так шкурим. То есть основная работа это вот это вот, да, процесс зачастую бывает, да? Да. Со старой мебели зачистка. снимаем, да, слой. Работа, конечно, кропотливая, много времени занимает. Но еще и такая пыльная, Грязная, пыльная. грязная, да. Но зато потом процесс очень радует. А вы где-то этому обучались или просто смотрите какие-то ролики, видео, или посещали, может быть, какие-то курсы? Ну, это как-то само пришло. Захотелось поменять, поменяла. То есть, Просто свое желание надо иметь. а сегодня это тоже как-то стало такое модным, да, делом, реставрация мебели. То есть очень много людей стали этим заниматься, да? Потому что, как думаете, почему? Потому что индивидуальности хотят или потому что денег нет на дорогую мебель? Прям модно же сейчас. Кстати, такая мебель, да, на сайтах всяких модных магазинов очень дорого стоит. И поэтому при желании самим можно сделать такую мебель. Зарабатывать на этом, да? Неплохие деньги, да? Ну вот мы так вроде бы справились с задачей, да? Наглядно справились. Так, теперь пыль мы будем кисточкой счищать, чтобы не поднять заново ворс. Такое тоже возможно, да? Мокрая тряпочка, сухая тряпочка все равно поднимает волосинки вот эти дерева. То есть вот у вас минимум, по сути, да? Да, инструментов много минимум, не надо. да? То есть хочу показать, чем мы пользуемся. Да?
Давайте. Если бы у нас вот этот стол был со 100 слоями лака или краски старой, да, то нам пришлось бы пользоваться феном. Это строительный фен, которым так вот нагреваете краску, она становится мягкой, потом соскребаем это и шлифуем. Шлифуем вот такой машинкой. Ну, машинки разные бывают. Ну, вы Зерно тоже разное бывает. Например, вот для финишного шлифования нужна маленькое зерно, 220 мелкое это называется. А для, допустим, краска вся не смывает, не стирается, вот когда мы снимаем с этим феном, приходится шлифовать вот такими крупнозерновыми, зернистыми. Да, очень крупные. Мы видим, да, разницу. Это у нас... Они разные бывают, от 40, допустим, большие толстые слои, которые не отходят крупной шкуркой, потом 80, там 120, и в итоге в конце 220 нам надо будет. Лена, а на вашем опыте, да, вот самая такая сложная работа была, это сколько слоев краски вы снимали? Ой, там не сосчитать слоев. сосчитать. Обычно и краска-то была в советское время такая. Ее снимаешь, она как масло. Не соскребается хорошо там. Мучение. Да. То есть фен не помогает, Да. только машинка, да? Да. И вот сидишь часами и просто пытаешься снять эти слои Там краски. уже не сидишь. То есть это затягивается, да, Да. на несколько дней или, да, вернее, недель даже, да? Да, это долгий процесс, конечно. Еще один трудоемкий процесс в реставрации мебели – это снятие той самой краски либо лака, да? И, как уже сказала Елена, это можно сделать с помощью строительного фена, то есть с помощью нагрева, путем нагрева, да, и соскабливания той самой краски. Я думаю, этот процесс будет тоже интересен нашим телезрителям. Давайте покажем. Давайте покажем на старом стуле. Как Так. раз на нем 2 слоя белой эмали. Ага. Вы обратите внимание, у нас тут написано номер 99, РК КПСС. РК КПСС. И цена 12 рублей 80 копеек стоит. 12 рублей 80 копеек. То есть это, наверное, достаточно такой дорогой был тогда стул, да? Да. Все сохранено, да, вообще все идеально. Он даже склеен, да, или это... Ну, подлежит реставрации, естественно. Да. Вот это вот эмаль какая-то И блескучая. видите, вот эта эмаль, она вот как капала. Вот, капала эти капли те самые, да, про что мы Подтёки, говорили, да. да. Сейчас Все в разводах, вон, все в подтеках, все. Посмотрите, вот они эти капельки. А в новой краске такого уже не встретишь, да? Да. Так, Сейчас вы будете убирать этот слой краски. надеюсь, не на всем стуле, а так просто, да, для того, чтобы зрители увидели. Потому что, мне кажется, чтобы убрать эту краску всю со стула, ну Да, это это как минимум долгий несколько процесс. часов, да, надо? Это долгий процесс. Так, хорошо, что вы делаете? Вот включаем 2 режима. Поближе чуть-чуть можно. Постоим на месте, не надо двигаться туда-сюда. Вот. начинаем Пузырьки двигать. пошли, Вот, все сгорело. берите Всё теперь Ой, запахло паленым. Ужас какой. И что делаем? и Соскребаем? соскребаем. Вот. Смотрите, все очень просто, и она сошла. Такой приятный процесс, когда вот все что-то разрушать надо, ломать, знаете, это тоже дорогого стоит, знаете. Вот просто мне так нравится, понравилось это вот просто брать и все разрушать. Ну вот все, так держим. И потом шпателем начинаем снимать. Вот уже пошел процесс, Пошло. можно снимать. Уже можно снимать. Ой, и запах пошел, и дым. Ну это просто вот антистресс, как сказали бы современные подростки. Да. Вот, реальный Подобен, антистресс. да. Пока работаешь, так, много о чем думаешь, забываешь о проблемах Да, и ждешь, когда получишь результат конечный, да? Так, а ты... Здорово. Здорово. Мне обычно сын помогает мне снимать старые покрытия. Ой, ну прям... Вот мне кажется, если бы я работала у реставратора,
подмастерье, вот это был бы мой самый любимый процесс. Действительно, потому что, ну вот, прям сразу видишь результат. Да. Вообще, мне очень понравилось. То есть вот таким путем снимается краска со старого предметов мебели, правильно? Теперь мы будем красить. Красить мы будем эко-краской для мебели. Специально, она без запаха. Вот, допустим, у меня тут белая краска была, да? А голубая закончилась, поэтому я ее разбавила, перемешала, Да, и получилось голубенькое. да, с этим цветом. Так, начнем мы, наверное, мы должны получить вот такие ноги. Посмотрите, в идеале это будет выглядеть вот так. Ну, кто бы мог подумать, что из этого может выйти вот это, да? Вот так вот, в идеале так. И так, для этого мы уже видно тут примерно сделали, да? Так, видите, да, сколько? Этого хватит нам. Поэтому вы говорили, что, в принципе, это бюджетный вариант, да? Да. Краску перемешиваем, потому что она все равно отслаивается. Ну и красим. Начнем с этого элемента. Вот. Так, наберем отсюда кисточкой. И все, можете А, приступать. такая насыщенная, да? Можно увидеть, посмотрите, она одного слоя достаточно по краске? Это я прям туда обмакиваю? Да. Ой, мамочки. Немножко набираем. Ага. Ага. Да, очень насыщенный цвет, да? И она Такой. укрывистая, быстро сохнет. Запаха нет, то есть можно в домашних условиях, да, все сделать. А вы не из- красили еще ни разу? Нет, 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 заметно, да, по мне? А у вас вот это один из любимых, да, цветов? Мы увидели у вас в доме очень много мебели именно этого цвета, да? Да, у нас голубой цвет, любимые оттенки голубого, синего. Это так всегда было или это вот у вас последняя такая Всегда. душа? А всегда, Да. то есть, да? Просто белую мебель не любите, да? Белая мебель скучна, однообразна. Поэтому цвет большое значение имеет для нас. А советуетесь с ребенком, да? Ну вот, допустим, стол для нее. Да. Допустим, вот этот цвет она сказала, оставь такой же. Не надо мне никаких цветов добавлять. Видите, всего один раз набрали, да? Да, вот я один раз обмакнула кисть, а по итогу вот 4 стороны прокрасились. Интересно. И она быстро засыхает, да? Сколько сохнуть должна? Она быстро высыхает. Но она должна затвердеть за 2 недели. И тогда царапаться не будет и портиться, поверхность не будет. Не останутся следы царапин, там, сколов не будет. И вот тут надо исправить. Вот. А я боюсь туда попасть. Может, это вы доделаете, а то что-то как-то мне туда страшно попасть. То есть таким вот образом красим, да, потихонечку, аккуратненько. А вот сейчас чаще всего к вам люди обращаются с целью сохранить свою мебель, да, ну как бы дать ей вторую жизнь, либо все-таки они именно хотят что-то, знаете, такого прям Эксклюзива. эксклюзива, да? Да. Допустим, современную мебель сейчас хотят много перекрашивать. Вы помните, наверное, венги, цвета вот эти вот такие темные. Или приносят старые свои вещи какие-то. Елена, а при выборе кисточки на что нужно обратить внимание и вообще какие кисти подходят? Натуральные, я не знаю, синтетические какие? Для покраски подходят синтетические кисти, вот такие, очень густые и мягкие. Они как шелковистые. Потом краска очень хорошо отмывается, и кисточкой можно пользоваться
очень много раз. Мне кажется, вот этот процесс можно сравнить даже с медитацией. Такое, знаете, умиротворение, уединение с собой. Красишь и красишь. И, знаете, качество краски, мне кажется, в этом случае играет огромную роль, да? Да, эта краска очень хорошо ложится, прям как песня. Раньше же была эмаль, и она оставляла подтеки всегда. Ну да. Сколько ты ни старайся, она оставит все равно подтек. Придется там несколько слоев. Потом эти капли оставляют следы. А здесь прям, ну, даже нет такого, знаете, состояния нервозного, что здесь пробел, здесь капелька, здесь подтекло. Нет, здесь все ложится так, как надо. Просто вводишь кистью, получаешь огромное удовольствие. А то, что здесь так вот откололось, так должно быть? А это ничего Не страшно? страшного. Это роли не имеет. Потому что там крепеж такой вот. А мы же еще должны были что-то со столешницей. как-то Да, ее тоже сложить. покрасим. Испытано на себе. Мы находимся в комнате у маленькой принцессы, у дочери Елены, для которой, собственно, мы и реставрировали тот самый стол. Он был на коротких ножках, напоминаю. Сейчас ножки стали повыше, да. Осталось дело за малым. Соединить все эти детали. Так, да? Ну, здесь все проще простого, да? Так, присядем и закручиваем. Шайбочки там ставили. Такс. Такс. Опс. Такс. Я пока пошла с другой ногой. Ну, все, наверное, да? Да, сейчас поставим его. Перевернем, поставим. Ну, что-то тут не хочет докручиваться. Итак, наши ножки на месте. Ну, посмотрим, что у нас получилось, да, Елена? Вот так вот. Такс. Ой, давайте поставим. Вот здесь будет ее рабочее место. Кладите это. Вот здесь будет рабочее место, да, мы видим, что стол стал выше, как раз-таки под стульчик. Стульчик, я вижу, тоже дело Да, ваших рук. Подвергся реставрации. Вот на такой замечательной ноте хотелось бы поблагодарить вас, Елена, за то, что окунули нас в этот мир реставрации мебели. Конечно, для меня это было испытанием в прямом смысле этого слова, а для вас это не просто увлечение, да, это уже стало и работой. И в этом случае хотелось бы пожелать вам творческого вдохновения, ну а самое главное, побольше той самой уникальной старой мебели. Спасибо большое. Вы тоже созидайте, творите, реставрируйте и вносите цвет в свой дом.
Испытано на себе.